Главные события уходящего четверга, 11 сентября, в материале наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах. В Якутии в автомобиле обнаружили наркотики на 1 миллиард рублей. Задержаны 6 человек за организацию межрегионального канала поставки. Из республики в зону СВО доставят еще 3 единицы техники. С начала года регион доставил в зону проведения спецоперации 117 единиц автотехники. Патриотизм и экология. Рука об руку. В Якутске состоялась акция «Лес Победы». 600 саженцев сосны посадили в память о героях Великой Отечественной. В Алданской школе номер 1 прошла традиционная осенняя ярмарка. За стряпнёй, соленьями и вареньем традиционно собралось множество желающих. Ярко, креативно и эмоционально прошла школа актива движения первых. На мероприятии присутствовали самые целеустремленные школьники Ленска. ФСБ России по Якутии во взаимодействии с коллегами из Магаданской области пресечен крупный канал незаконного оборота наркотиков. Всего было изъято 24,5 килограмма наркотиков на 1 миллиард рублей. В Мегино-Кангаласском районе республики в транспортном средстве, следовавшем в Магаданскую область, были обнаружены 45 свертков с различными наркотическими средствами. Согласно экспертизе, представленными на исследование веществами стали гашиш, кокаин, мефедрон и многие другие. Общий вес составил более 24,5 килограмма, оценочная стоимость на черном рынке – 1 миллиард рублей. Республиканский штаб «Мы вместе» продолжает оказывать всестороннюю помощь участникам СВО и членам их семей. Совместно с отраслевыми министерствами отлажена транспортная логистика, включая авиасообщение и социальные направления. За этот год передано 117 единиц от автомобилей до квадроциклов и запчастей. Подготовлено 120 тонн гуманитарных и волонтерских посылок. Республиканская комиссия ведет работу по формированию продуктовых и подарочных наборов ко Дню народного единства. В ближайшее время намечено проведение антифашистского форума с участием земляков, участников боевых действий. В целом работу в рамках Республиканской комиссии «Вместе к победе» Координационный центр республики продолжает. Надо сказать, что на следующей неделе мы планируем отправку большой машины и большой ряд грузов. Это 3 единицы техники и ряд адресных посылок нашим военнослужащим, в том числе волонтерская продукция наших общественных организаций, наших волонтерских групп, которые с первых дней оказывают помощь нашим военнослужащим. С 10 по 12 сентября проходит акция госавтоинспекции волонтеров, направленная на повышение безопасности дорожного движения. На площади Дружбы, в парке культуры и отдыха участникам раздают буклеты, световозвращающие наклейки и напоминают о правилах безопасного передвижения на средствах индивидуальной мобильности. По словам сотрудников ГИБДД, в этом году произошло уже 538 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 55 человек и более 700 получили различные ранения. Отмечается, что наиболее частые нарушения случаются на пешеходных переходах. Если говорить о дорожно-транспортных происшествиях с участием детей, то с начала года зарегистрировано 94 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних, в которых погибло, к сожалению, 3 детей, и более 100 детей получили различные травмы. Для лиц, нарушивших правила дорожного движения, Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрен штраф в размере 800 рублей. В Якутске дали старт финалу спартакиады среди подразделений противопожарной службы. Мероприятие приурочили к 80-летию Великой Победы и году защитника Отечества в республике. Участие принимают более сотни специалистов из 6 районов, в которых прошли свои отборочные этапы. Подробности знает Тимур Колмогоров. 6 сильнейших команд из Вилюйского, Верхневилюйского, Татинского, Нюрбинского, Усть-Алданского и Хангаласского улусов пришли побороться за лавры первенства в спартакиаде. Сами спортивные соревнования проводятся уже более 20 лет, и в них принимают участие все пожарные Якутии. Так, Дмитрий Аспек участвует в спартакиаде с момента своего поступления в противопожарную службу, порядка 9 лет. На соревнованиях, когда соревнуетесь, бывает же волнение. Когда вызов поступает, тоже такое ощущение бывает на вызове, когда паника, крики, помогите.
в этот момент пожарный должен быть сфокусирован только на своем деле. И вот в стрессовых ситуациях мы должны оставаться спокойными и не поддаваться панике. В течение 2 дней участники будут состязаться в 10 профессиональных дисциплинах. Пожарные надевали боевую одежду, закрепляли спасательный трос на время, преодолевали полосу препятствий и поднимались вверх по трехколенной и штурмовой лестницах для спасения условно пострадавших на этажах. Пожарно-спасательный спорт является неотъемлемым элементом профессиональной подготовки личного состава подразделений пожарной охраны. Поэтому это основа всех основ для успешного проведения боевых действий по тушению пожара и проведения аварийно-спасательных работ, в том числе по спасению людей. Помимо спартакиады, специалисты противопожарной службы участвуют во многих других соревнованиях, постоянно совершенствуя профессиональные навыки и оттачивая координацию своих действий. В течение года мы постоянно проводим соревнования. Это на местах, подразделениях. Вот республиканская у нас обычно в сентябре проходит такая спартакиада. Кроме этого, мы участвуем во всех соревнованиях, которые проводит Главное управление МЧС России. Это посвящению Дню пожарной охраны Якутии, это декабрь месяц, а также между подразделениями Главного управления, территориального гарнизона. Далее участники пройдут этапы пожарной эстафеты, прокладки магистральной рукавной линии, состязания между звеньями газодымозащиты и имитация вызова на пожар. По итогам финала спартакиады будет сформирована сборная Главного управления МЧС по республике, которая представит регион на соревнованиях по Дальнему Востоку. Тимур Калмогоров, Айлита Махно, Якутск. Карьерный квест «Твой старт» собрал молодых людей, которые ищут работу. Он объединил около 350 участников, приславших заранее свои резюме. Для них подготовили тематические зоны, где можно было развить навыки поиска работы. В зоне «Мои резюме», например, молодежь получала советы специалистов по правильному составлению анкеты. Ну а в зоне «Мое собеседование» пробовала свои силы в тренировочных интервью. По словам организаторов, квест помог снять страх перед поиском работы и увидеть реальные возможности на рынке труда. Самая у нас активная зона – это ярмарка, скоростные собеседования, где, значит, работодатели, уже напрямую, соискатель и работодатель беседуют уже и насчет вакансий, которые представляются, где у нас актуальные вакансии. Мы ежегодно будем проводить такое мероприятие. Будем еще улучшать формат данного мероприятия, чтобы заинтересовать нашу молодежь, чтобы молодежь была занята. Патриотизм и экология идут рука об руку. В Якутске состоялась акция «Лес Победы». 600 саженцев сосны посадили в память о героях Великой Отечественной. За созданием живого памятника наблюдала моя коллега Эржена Гармаева. Конференции, концерты, соревнования. Весь 2025 год проходит под эгидой 80-летия Великой Победы. Ну а сегодня потомки, засучив рукава, в очередной раз чествуют поколение победителей. Так, давая жизнь дереву, мы чтим память тех, кто отдал свою жизнь за мирное небо. Лопатами и перчатками вооружились больше 100 человек. Стать частью зеленой инициативы изъявили желание от мала до велика. Школьники и студенты, сотрудники различных предприятий Якутии. Вопросы по лесовосстановлению, по новой посадке леса, они вызывают вообще у людей такое хорошее, знаете, такое желание помогать и садить лес. Сейчас вот ко мне подходили и спрашивают, когда будем садить в Парке Победы. Будем садить и в Парке Победы. Работали на земле, но оценить результат по достоинству можно с высоты птичьего полета. Все дело в том, что деревья высадили геоглифом. Они формируют надпись «Победа-80». К слову, не просто так сосны обрели свой дом именно в четверг. В день зеленого четверга, это наш экологический проект, который мы 5 июня этого года, в День эколога, на территории республики запустили. Проводятся различные природоохранные мероприятия, начиная с самых простых, это уборка территорий, природных ландшафтов, посадка
деревьев. И сегодня мы как раз садим первые на территории республики. Как мы, изучив разнообразные материалы, мы считаем, что первый все-таки геоглиф. Располагается памятный сосновый бор на территории гидромедцентра. Хозяева озеленению очень рады. Мы, конечно, потомки наших дедов, прадедов, которые защищали, добыли эту победу. Поэтому, пускай даже вот этим маленьким вкладом, но мы продолжаем их дело. Планета будет зеленее, планета будет лучше. После высадки сосенки не оставят на произвол судьбы. Еще несколько лет за ними будут приглядывать специалисты Министерства экологии. Ржана Гармаева, Семен Семенов, Якутск. В столице проходит выставка, посвященная 80-летию победы над милитаристской Японией во Второй мировой. Экспозиция, получившая название «Этих дней не смолкнет слава», знакомит посетителей с историей противостояния России и Японии в 20 веке. Все подробности у Анастасии Пуляевой. Выставка «Этих дней не смолкнет слава» посвящена разгрому милитаристской Японии и событиям, произошедшим между Россией и Японией в период с 1904 до 1945 года. Экспозиция основана на фондовой коллекции Якутского музея и материалов, предоставленных Управлением Федеральной службы безопасности по республике. Эта выставка впервые в нашем музее посвящена этому событию. Это войне с Японией 1945 года. Почему? Потому что до этого важность этого события, она как-то нивелировалась, и она всегда шла как раздел истории Великой Отечественной войны, как бы вот финальная его часть, да. И вот впервые в нашем музее именно события 1945 года войны с Японией, они посвящена вот эта отдельная выставка. В числе экспонатов можно увидеть награды, фотографии, оружие и личные вещи участников русско-японского конфликта. Как подчеркнули организаторы, образом всей выставки является медаль за победу над Японией, выставленная в качестве итога освещаемых событий. Вот то же самое у нас распределено, например, далее здесь находится карта боевых действий, театр военных действий этой войны. И далее третий основной акцент – это у нас книга памяти со списком воинов-якутян, награжденных как раз такой медалью за победу над Японией. Помимо медалей, изюминкой экспозиции стало маньчжурское знамя, доставленное в Якутию из Китая в 1948 году в качестве трофея. Недавно стало известно, что привезено оно было из провинции Хэйлунцзян и принадлежало добровольной группе по охране дорог. И в связи с тем, что в то время не было специалиста, который мог бы прочитать, мы понимаем, что в Китае есть много разных народностей, и не все языки им понятны, поэтому мы смогли расшифровать буквально на этой неделе. Параллельно с экспозицией в Якутске проходит Дальневосточный исторический форум «Победный Дальний», участники которого посетили выставку и подчеркнули важность мероприятия в плане сохранения исторической памяти у нового поколения. Сегодня, к сожалению, мы сталкиваемся с постоянной фальсификацией истории. Годы проходят, 80 лет прошло со Дня Победы. Поколение наших победителей, героев уходит. И именно сотрудники музеев, я считаю, должны рассказывать подрастающему поколению о всех этапах Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, сохранять нашу историческую память. Выставка «Этих дней не смолкнет слава» доступна для посещения до 26 октября в главном корпусе Якутского музея. Анастасия Пуляева, Аэлита Махно, Якутск. Наследие Якутска как научная стратегия. В преддверии дня рождения столицы региона состоялся круглый стол, посвященный его 400-летию. Что обсуждали историки и краеведы, знает Вероника Таюрская. Немногие знают, что Якутск, основанный казаком Петром Бекетовым, первоначально стоял не на привычном нам месте, а на территории нынешнего Усть-Алданского района. Шли годы, менялось место расположения острога, а история продолжала писаться. Сегодня ученые-историки, краеведы, общественные деятели на круглом столе, приуроченному ко дню рождения Якутска, обсудили неизвестные и знакомые факты о нашем любимом городе. Идут подготовительные мероприятия к 2032 году. С этой целью в 2021 году был открыт
музей истории города Якутска. И сегодня музей системно работает, и данное мероприятие проводится совместно с музеем города Якутска и музеем академической истории Якутии. Собрались эксперты, ведущие историки, академики нашей республики. Обсуждение актуальных вопросов, изучение, сохранение и популяризация уникального историко-культурного наследия столицы республики в свете предстоящего 400-летия основания города Якутска. Вот главная цель круглого стола. Направления работы отражали актуальность нынешнего времени. Предстояло определить современные форматы популяризации истории Якутска, внести предложения по проектам мероприятий к 400-летию столицы региона и, конечно же, обсудить актуальные вопросы изучения и сохранения историко-культурного наследия. Наш институт уже на протяжении многих лет занимается историей города Якутска. И в этом плане у нас не только научные исследования, много научно-популярных работ мы подготовили. Ну, в частности, известный 6-томный альбом, то есть серия исторических альбомов «Пути великих свершений» как раз готовилась в основном сотрудниками нашего института в содружестве с учеными Дальнего Востока. История Якутска хранит множество тайн и интересных фактов. Пункты, обсужденные во время круглого стола, помогут ученым и общественникам быстрее разгадать загадки прошлого. Вероника Таюрская, Артемин Наговицын, Якутск. Поющая скамья появилась на аллее певцов Якутске к 70-летию первого профессионального хормейстера Якутии Февронии Баишевой. На сквере Карла Маркса поставили памятный знак, который стал символом признания огромного вклада в развитие культуры и искусства республики. Она вошла в историю не только как выдающийся хормейстер, но и как художественный руководитель хора Госкомитета по телевидению и радиовещанию. Теперь у жителей и гостей Якутии есть особое место, где можно вспомнить о ее таланте и любви к музыке. Данное мероприятие, конечно же, проводится по инициативе нашего музея музыки и фольклора народов Якутии, так как мы ежегодно на аллее певцов в сквере Карла Маркса ставим вот такие именные скамьи, чтобы выразить дань уважения нашим великим деятелям музыкального искусства Якутии. А почему именно вот скамья поющая? Потому что там есть табличка с QR-кодами, где можно просканировать, услышать музыкальные композиции, увидеть наши совместные фильмы, которые мы создали при жизни Февронии Алексеевны Баишевой. К другим темам первостроителя Нерюнгри поздравили с юбилеем. Напомню, в ноябре в столице Южной Якутии отметит свой 50-летний юбилей. В течение года в торжественной обстановке чествуют тех, кто празднует юбилейную дату, и тех, кто внес вклад в строительство и развитие родного города. Этот бодрый, позитивный мужчина отмечает 90-летний юбилей. Несмотря на столь почтенный возраст, Эдуард Александрович танцует, делится воспоминаниями, читает наизусть стихи. Родился в Омске в семье педагогов. Сейчас без малого полвека живет в городе Нерюнгри, который стал за это время родным. Я всю жизнь, вообще всю жизнь я трудился и работал. Ну а в Нерюнгри и в Серебряном Бару в нашем районе оставил большую жизнь, своей жизни оставил. Вот так. Так что вот так. Я благодарен всем, с кем я здесь работал. Это были замечательные люди, наши разных национальностей. Сегодня коллекция заслуженных наград Эдуарда Спильника пополнилась еще одной памятной медалью от главы города. А творческие коллективы и исполнители поздравили юбиляра и украсили мероприятие своими выступлениями. Сегодняшнее мероприятие открывает рубрику под названием «Твои люди Нерюнгри», в рамках которой будут проводиться встречи с творческими людьми, с первостроителями и долгожителями города. У нас в городе очень много людей разных национальностей. Мы живем в дружбе, в единстве. Мы хвастаемся, я люблю это слово, когда мы вместе собираемся на мероприятии и рассказываем о своих достоинствах, о своих традициях. Вот объединить всех людей и показать, насколько
дружен, красивый город людьми, нерюнгринцами. В честь 50-летнего юбилея Нерюнгри в библиотеке планируется цикл мероприятий для читателей разного возраста об истории, о культуре и о людях нашего города. У нас сейчас объявлена акция «Твои люди Нерюнгри». Мы приглашаем сюда к нам первостроителей, мы приглашаем сюда молодежь, чтобы они знали, когда строился наш город, как строился наш город. Вот, и отдать как бы дань почтения нашим первостроителям. На сегодняшний день библиотека – это не только место, где можно найти необходимую интересующую литературу, но и место встреч для творчества и общения. Ирина Жданова, Андрей Гаянов, Нерюнгри. Ярко, креативно, эмоционально прошла школа актива движения первых. На мероприятии присутствовали самые целеустремленные школьники с 8 по 11 классы в Ленске. Программа включала в себя лекции, тренинги, мастер-классы, игры и практические занятия. Подробности у наших коллег. Сегодня в актовом зале второй школы собрались самые активные ребята. Первые окунулись в мир интересных занятий, развивая важные качества лидера. Программа включала практические задания, направленные на развитие активной гражданской позиции, умение работать в команде и раскрытие творческих способностей. Ну что, Паша, ты попал в наш мир. Здесь вечная ночь. Тебе не выбраться. Ну и что мне теперь делать? Я надеюсь, тут есть кафе поблизости? Кураторы ознакомили новых участников с историей движения. Также рассказали, как пройти регистрацию, без которой вступление в ряды первых невозможно. Очень сложная регистрация, где нужно отдать данные не только свои, но и родителей. Все финансирование зависит от регистрации. Если мы не зарегистрируем определенное количество человек, мы не получим те же самые значки, да, какую-то брендированную продукцию, жилеты и так далее. А ребята все этого хотят. Во время мероприятия участники обменивались уже имеющимся опытом, рассматривали со спикерами проекты, обсуждали проблемы, существующие в Ленском районе. Сейчас мы обсуждаем такую тему, как проблемы с регистрацией, направления, конкурсы и что дает движение первых. Мы занимаемся вообще волонтерством. В движении первых есть куча разных направлений, куда ты можешь вступить. От патриотизма до ЗОЖ. Там помогаем, ходим там в приют, в дом престарелых, может быть, какое-нибудь мероприятие провести. Ну, в общем, общественная деятельность. В этом году движение первых реализовало несколько проектов, среди которых военно-патриотическая игра «Зорница», несколько спортивных мероприятий, фестиваль детских объединений. Большое внимание первые уделяют волонтерству. Светлана Балеева, Алексей Семенов, Ленск. Тем временем в Алданской школе номер 1 прошла традиционная осенняя ярмарка за стряпнёй, с оленями и вареньем. Всегда собирается много народу. Большую часть полученных средств школа отправит на СВО. На ярмарке побывали наши коллеги. Пришли люди добрые, поздно, все разобрали уже практически. А вот варенье клубничное последнее осталось. А вы сами-то чего-нибудь напекли, собираете? Конечно! Все свое, все родное, все свежее. Овощи все свои, варенье и советское. Самое вкусное все разобрали, последнее вот клубничное осталось. От таких зазывал точно не отвертишься и обязательно что-нибудь купишь. Да и цели у участников ежегодной школьной ярмарки благие. Вырученные средства не растрачивают понапрасну, часть направляют на нужды классов школы, а большую в помощь бойцам специальной военной операции. Мы посвящаем еще эту традиционную ярмарку нашим ребятам, которые являются участниками специальной военной операции. Вот. И часть средств, вырученных на нашей ярмарке, мы, естественно, перечислим в поддержку и в помощь нашим ребятам. Руководство школы придумало ярмарку лет 5 назад. Ее целью было привлечь внимание школьников и их родителей к совместному труду и творчеству в разных направлениях. Как говорится, зашло. На ярмарке можно купить шишки и ягоды, которые вместе собирали в лесу, отведать домашних пирогов и тортов, приготовленных дома на кухне, посмотреть, что выросло на огороде. Ой, сюда приносят все. От овощей до сладостей. Так что гуляй, душа, как говорится. Ваш сын учится в этой школе, вы участвуете? Да, в торговле нет, конечно. У меня в 8 классе сын и в 3 классе. Медовый торт постряпала.
Школьная ярмарка – это история не про торговлю, это место встреч, общения и положительных эмоций. Акция давно вышла за забор школы, и теперь здесь уйма народу. Вы знаете, у меня такое ощущение, что город просто ждет нашу ярмарку, потому что приходят не только наши учащиеся, родители наших ребят, педагоги, но приходят буквально со всего города. Вчера я наблюдаю такую картину, что наша реклама гуляет по всем статусам жителей нашего города Алдана и даже в Тамоте. Такие мероприятия сплачивают людей и стирают грани между детьми, родителями и педагогами. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Таким мы видели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.